Добрый день, уважаемое профессиональное сообщество, уважаемые студенты, представители профессиональных образовательных организаций. Коми Республиканский институт развития образования в онлайн-режиме проводит круглый стол, посвященный реализации проекта «Самбо в школу» в Республике Коми. Позвольте мне представить участников круглого стола. Савина Юлия Анатольевна, заместитель начальника отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности Коми Республиканского института развития образования. К нам подключается Нурисламов Рустам Фаварисович, президент региональной спортивной общественной организации Федерация спортивного и боевого самбо Республики Коми. Вы нас видите, Рустам Фаварисович? Мы вас приветствуем. Подключайте его. В скайпе? Да. Это откуда ты, Жером? Нет, Усинск. Поприветствуют нас коллеги. Добрый день! Вы нас видите, уважаемые коллеги, мы вас приветствуем. Добрый день, уважаемые коллеги, вы нас слышите, мы вас приветствуем. А можно звук надо подключить? Добрый день. Добрый день. Добрый день. К нам присоединяется Расохина Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы поселка Каджиром. Елена Викторовна. Елена Викторовна, мы вас слышим. Аудитория вас приветствует. Мы ждем вашего онлайн-подключения. Нет, не видим, к сожалению, только слышим. Здравствуйте, вас приветствуем. Очень рада, что вы вместе с нами сегодня участвуете в круглом столе. Спасибо, коллеги. И к нам присоединится через 15 минут Алехин Илья Васильевич, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы номер 14 города Воркуты. Уважаемые коллеги, я бы хотела вам напомнить, что общеобразовательные организации Республики Коми активно включаются во всероссийский проект «Самбо в школу», который ориентирован на возрождение культурных традиций, воспитание молодого поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, культурой здорового и безопасного образа жизни. Значимость проекта для развития системы образования заключается прежде всего в том, что самбо является одним из видов спорта, созданных на территории России. И слава этого вида спорта признана уже на международном уровне. Самбо – это и физическое воспитание, и патриотическое воспитание. Многие российские спортсмены достигли высоких результатов и являются примером для подражания молодежи. Самбо исторически входило в комплекс ГТО как самооборона без оружия. Самбо лежит в основе подготовки специалистов высокого уровня для правоохранительных органов, военных и иных структур. На сегодняшний день школа самбо «Самозащита без оружия» является системой философии справедливости, сдержанной силы, разумной социальной стабильности. Содержание программы ориентировано на стратегию национальной безопасности Российской Федерации и группируется вокруг базовых национальных ценностей: истории создания самозащиты без оружия, уникальном комплексе физического воспитания, что позволит сформировать у каждого обучающегося патриотические ценности, культуру здорового образа жизни.
В связи с введением всероссийского социально значимого проекта «Самбо в школу» нам необходимо создать на уровне Республики Коми пилотные образовательные организации, которые сегодня будет нам Юлия Анатольевна говорить, внутри которых будут сосредоточены основные кадровые, материально-технические, информационные ресурсы, и на которые будут рассчитывать и все образовательные организации, которые заинтересованы в развитии физического и патриотического воспитания. Мы очень рады, что сегодня в нашей аудитории присутствуют студенты, будущие преподаватели самбо-школы. Поэтому, уважаемые коллеги, мы сейчас передаем слово Юлии Анатольевне, которая представит нам уже опыт, который сложился в Республике Коми по реализации данного проекта. Юлия Анатольевна, вам слово. Добрый день еще раз всем, кто собрался и в студиях, на территориях муниципальных образований. Добрый день и вам, участники данной аудитории. Добрый день, Рустам Бафарисович. Очень рада, что вы тоже сегодня присутствуете с нами вместе. И немного расскажу о том, каким же образом на территории Республики Коми реализуется данный всероссийский проект, который так и называется «Самбо в школу». Несколько скажу его предысторию. Когда пришли методические рекомендации из Министерства образования и науки Российской Федерации, то самым первым делом, чтобы определиться, каким образом необходимо развивать данный вид спорта, мы, конечно же, обратились к вам, Рустам Бафарисович, Министерство физической культуры и спорта. И помните, в августе месяце мы с вами собрались на первое организационное такое совещание, рабочую группу по обсуждению, каким же образом мы выстроим работу в данном направлении. По итогам данной встречи мы потом подготовили приказ. От 24 августа был издан приказ Министерства о реализации всероссийского проекта «Самбо в школу». И в данном приказе определены, получается, 6 общеобразовательных организаций на территории 3 муниципальных образований. Это города Воркуты, Печоры и Сыктывкара. По состоянию мы проводили мониторинг на 13 ноября. Посмотрите, в августе мы только издали приказ, да? А по состоянию на 13 ноября у нас уже проект «Самбо в школу» в рамках реализации 3-го часа физической культуры был уже внедрен в 80 классах общеобразовательных организаций Республики Коми с общим охватом 1600 обучающихся. Также в учреждениях Печоры и Сыктывкара проект «Самбо в школу» реализуется в рамках дополнительного образования детей с охватом 148 обучающихся. Мы посмотрели, какая база на сегодняшний день создана для этого. Для занятий самбо на территории Республики Коми используются гимнастические маты, татами, где-то есть ковер самбо. Все 6 педагогов, которые ведут занятия самбо, они специалисты в данном направлении. В учебном процессе используются у нас авторские программы. Конечно же, мы только тоже делаем сегодня, Республика Коми, первые шаги в реализации данного проекта. И нам, конечно же, очень важна методическая поддержка. И в этом вопросе мы, конечно, видим в первую очередь такое, что подставит мужское плечо, это Российская Федерация самбо и Федерация самбо по Республике Коми в организации методической поддержки всех наших педагогов. Далее, на сегодняшний день все 6 образовательных организаций зарегистрированы на официальном сайте, потому что для того, чтобы вы были признаны участниками проекта, есть обязательное условие регистрация на официальном сайте «Самбо в школу». И кроме того, в августе, это 17 августа, мы обратились во Всероссийскую Федерацию самбо. И как раз разговор состоялся лично, диалог с президентом Российской Федерации самбо, Российской Федерации самбо Нигановым Максимом Юрьевичем. Максим Юрьевич нас поддержал, сказал, направьте ходатайство, что мы и сделали. И в результате 2 школы Республики Коми, это школа номер 14 города Воркуты и школа номер 1 города Усинска, получили значительную поддержку
от Российской Федерации самбо при личном участии Ниганова Максима Юрьевича, за что мы, конечно, ему очень благодарны. На сегодняшний день, в ноябре месяце, в эти школы Воркуты и Усинска у нас поступило необходимое оборудование, а именно у нас поступили ковры специальные для занятий самбо, они поступили по индивидуальным размерам данных образовательных организаций. Экипировка в каждую школу у нас поступила по 30 штук. Дополнительная форма по 20 комплектов. Поступили у нас по 10 книг о развитии самбо. Да? Далее нам пришли два флага, флаг Российской Федерации и флаг Всероссийской Федерации самбо. Хочу сказать следующее, что общий объем груза у нас составил 500 килограммов, если так можно выразиться, да, вот мы получили данного всего оборудования. Конечно же, мы были очень рады такому открытому диалогу, конкретной поддержке, да, и заинтересованности со стороны Российской Федерации самбо и Федерации самбо по Республике Коми в активном продвижении данного проекта на нашей территории. Мы обратились сейчас к Максиму Юрьевичу о том, чтобы он тоже разделил с нами нашу такую всеобщую радость и нашел возможность приехать в город Воркуту для торжественного открытия зала самбо. С Максимом Юрьевичем вчера мы еще только разговаривали, он созвонится на следующей, думаю, неделе, и мы уточним, какие варианты будут возможны, мы это обговорим. И в чем же на сегодняшний день особенность нашего проекта? Она в том, уважаемые коллеги, уважаемые участники, что впервые на территории Республики Коми самбо, да, этот вид спорта стал проходить именно в рамках 3-го часа физической культуры, то есть в рамках учебного предмета. И мы, конечно же, рады, что нас поддержали и родительская общественность, и сами педагоги, и администрация школ. Большое надо сказать спасибо начальникам управления образования, которые сразу же откликнулись на реализацию данного проекта. И что немаловажно, данные силовые виды спорта способствуют одному – воспитанию духа, да, воспитанию духа патриотизма и формирования культуры здорового образа жизни. Поэтому на сегодняшний день пока вот такие у нас результаты, но мы на этом останавливаться не планируем, мы планируем идти дальше, и на следующий год думаем, что у нас количество участников увеличится. На сегодняшний день по Усинску, школы номер 1, отмечу, что реализация данного проекта за счет 3-го часа физической культуры еще не началась, но они сделают ремонт. Мы разговаривали с начальником управления образования Юрием Алексеевичем, сделают ремонт, и с 1 сентября 18-19 учебного года у них в полном объеме также этот проект воплотится. Спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Анатольевна. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что мы проводим круглый стол в онлайн-режиме. Подключены 20 муниципальных образований к онлайн-трансляции. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу задавать вопросы в онлайн-режиме, и наши гости смогут ответить на все поступающие к нам сегодня вопросы. Также мы вас хотим проинформировать, что на портале «Открытое образование Республики Коми» и на сайте Коми Республиканского института развития образования сегодня вечером уже будет выложена запись круглого стола. Также мы представим резолюцию круглого стола. Вы можете включаться в обсуждение вопросов, в обсуждение резолюции. А теперь мы продолжаем. И самое, наверное, важное для нас, что сейчас у нас будет подключение с представителями Усинска. Усинск является, как Юлия Анатольевна сказала, муниципальным образованием, которое уже реализует проект самбо в школу. И наши коллеги поделятся с нами опытом реализации проекта, начального этапа реализации проекта, расскажут о формах, технологии, организации, методической работы по данному вопросу. Рустам Фарисович, добрый день еще раз. Мы вас видим и слышим. Прошу взять слово.
Коллеги, вам слово. Президент региональной спортивной общественной организации Федерации спортивного и боевого самбо Республики Коми. Вас слышат все муниципальные образования республики. Добрый день. Добрый день. Мы вам передаем Добрый день. слово. Передаем вам слово. Спасибо, что собрались сегодня, потому что много проблем возникнет при внедрении этой программы. Да? Я думаю, что мы в течение некоторого времени решим. Вот недавно буквально встречал руководителя управления образования «Пятерки», там многие вопросы. Вы мне... Нет, не очень хорошо слышим. Сейчас постараемся. Может, да. Коллеги, слышите? Сейчас. Мы вас слышим. Трансляцию смотрим. Нужно все не выключить трансляцию. Скажите. Слышите? Мы слышим вас, да, слышим. Да? Да? Мы вас хорошо видим. Они не в скайпе нас слушают, а в трансляции. Что мне сказать? Вы можете продолжать, мы вас слышим. У нас Коллеги, слышите? Да, Да. слышим. Слышим хорошо. Да, продолжайте. Вы не можете написать, что ли? Написать. Да. Пусть продолжают. Мы слышим. Уважаемые коллеги, я так думаю, что программа даст положительных моментов в плане развития физической культуры и спорта и развития самого спортивного образа. В данном случае на сегодняшний день в муниципальном образовании города Уфимского наш председатель, руководитель, директор школы. Уже на сегодняшний день было очень много сделано. План работы на год грядущий, подготовительные инициативы. Уже получили определенные инициативы. И намечен план график ремонтных работ государства. Затем у меня вот такое предложение сразу, чтобы мы сильно не отвлекались. На базе муниципального образования города провести переподготовку преподавательских и такое предложение и действия
учебников, Министерство образования, и как сделать открытый курс по писательному уроку. Как это принято? Да, мы услышали ваше предложение организовать встречу с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и пилотных площадок. Мы правильно понимаем? С пилотными площадками? Да. Да, хорошо, спасибо. Мы, наверное, сейчас передадим слово представителю управления образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Добрый день. Значит, на сегодняшний день определен план мероприятий по созданию условий для проведения студенческого проекта школы на базе среднего предпринимательства. На сегодняшний день разработаны Да. Продолжайте. Вы нас слышите? Мы вас хорошо слышим. Продолжайте. Мы вас хорошо слышим. Да, спасибо. Добрый день. На сегодняшний день, значит, у нас разработаны локально-инновативные акты и внедрение проектов на базе средств преподавательных школ межродительного единства. Создана рабочая группа и ответственность за ход проекта. Например, у нас школа оборудование для реализации проекта нашей школы. Проект будет реализован в рамках в полном объеме данный проект реализован в первых 15 для таких этапов Они как-то могут по-другому? Да. Микрофон очень далеко. Так, использовать проведение мероприятий, пунктов для обучающих, направленных для реализации данных муниципального плана. Вот. Хорошо, спасибо. Мы услышали, не такая была хорошая, к сожалению, связь, услышали, но вы пока с нами на связи, мы постараемся еще вам раз слово предоставить. А сейчас опыт представит город Воркута, средняя образовательная школа номер 14. На связи с нами Алехин Илья Васильевич. Илья Васильевич оперативно подготовил для нас видео репортаж, можно сказать, да, наверное? Уважаемые коллеги, мы оперативно решили проблему со звуком, поэтому мы надеемся, что сейчас мы услышим опыт Воркуты, и он будет представлен нам всем. Здравствуйте, преподаватель Александр в школе номер 14 города Воркуты. Школа номер 14 города Воркуты является базовым центром по внедрению ансамбля в школу. Тема спортивного воспитания в данный момент, в данное время, очень актуальна, так как дети стали меньше заниматься видами спорта и стали мало подвижны.
Что нам дает самбо-школа? Это прикладной характер, умение падать и самозащита. Вот проект самбо-школы. Главная задача создать детям набор навыков, которые помогут в жизни подтянуть физическое и психологическое отношение. Программа рассчитана на детей, которые не занимаются в спортивных секциях. Это элементы и основы самбо. Если есть какие-то поединки, то они организованы в игровой форме. Мы обратили внимание на наш отечественный вид спорта и смогли заинтересовать их детей в этом. Спасибо. И еще один раз мы к Устинску будем подключаться еще раз? Тогда слово средней общеобразовательной школе поселок Каджиром. Елена Викторовна. Потому что можно бы задать вопрос. Елена Викторовна, добрый день. Добрый день. Ой, как хорошо вас слышно, Елена Викторовна, мы рады. Можно начинать? Можно начинать. Так, Елена Викторовна, уже с вас связь прервалась, уже не так хорошо. Подскажите, что делать? Вот они что-то там делают. Так. Видно очень хорошо, но голос прерывистый. А теперь хорошо слышно? Сейчас хорошо. Ну что ж, мы тогда начинаем. Продолжаем обсуждать эту тему и хотели рассказать о том, что было сделано в нашей школе по внедрению проекта «Самбо в школу». Как всегда, мы узнали об этом, так же, как и все остальные в августе месяце. В какой-то степени обрадовались, в какой-то испугались, потому что все нужно было начинать сначала, с сентября. Итак, была изучена нормативно-правовая база, был утвержден сразу же состав рабочей группы, в которую вошли 2 зауча и преподаватель физкультуры. Затем был проведен анализ имеющихся условий для внедрения проекта, и мы пришли к выводу, что никаких условий у нас на 1 сентября пока не было. Мы начали с того, что проинформировали население, расклеили листовки с информацией о внедрении проекта в нашей школе, затем провели индивидуальные беседы с каждым родителем, каждого ребенка из 2 и 5 класса, так как мы решили начать внедрять проект именно во 2 и 5 классе. Затем были родительские собрания по информированию об участии в этом проекте и были собраны с родителей согласия на участие в проекте. По поводу создания материально-технических условий, конечно, мы обратились к нашим спонсорам. Если можно сейчас сказать, да и нужно, наверное, об этом сказать, что мы очень благодарны главе администрации поселка Каджиром Гапанько Владимиру Витальевичу, нашему директору Гадон Ларисе Викторовне, которые смогли найти спонсоров. И, в принципе, на сегодняшний момент за счет спонсоров мы заканчиваем ремонт нашего зала для занятий самбо. И потом чуть позже покажем презентации, как он будет у нас выглядеть. На сегодняшний момент у нас приобретены будоматы, 72 будомата, и приобретено 30 сеновых протекторов, которыми будут закрыты стены. И на день рождения самбо, 16 ноября, предприниматель Пасека Леонид Михайлович подарил школе для ребят 10 комплектов спортивной формы для занятий самбо. На 2 родительских собраниях выступал наш учитель по физкультуре Чеботарев Александр Геннадьевич, который рассказал о перспективах, о планируемых результатах, и ребята продемонстрировали свои показательные выступления, то, чему они уже научились. Ну, естественно, оформлены стенды, всероссийский проект «Самбо в школу», спортсмены из истории самбо. Информация о проекте размещена на сайте нашей школы. И заранее был разработан план поэтапного внедрения проекта в нашей школе. Ну, по поводу внедрения проекта по нормативной базе я уже сказала. Ну, и хотела бы добавить, что по материально-техническому обеспечению на сентябрь месяц, если мы начали с нуля, то сегодня мы подходим к практически законченным залом для занятий самбо. По кадровому обеспечению дополнительные обязанности приказом
возложенные на учителя физкультуры Чеботарева Александра Геннадьевича. И, конечно, мы бы хотели поговорить, и будем чуть позже говорить о повышении квалификации. Каким-то образом хотели, чтобы нам помогли повысить квалификацию нашего учителя. По информационно-методическому обеспечению. Ну что, все родители были информированы о том, что проект внедряется в нашей школе, о том, какие элементы самбо будут введены, что это не сразу будут броски, бои и так далее, потому что народ именно так воспринял внедрение проекта в школе. Поэтому на сегодняшний момент мы пользуемся поддержкой родительской общественности и жителей нашего поселка. По результатам мы зарегистрировались на сайте Всероссийской Федерации самбо, вошли в проект уже официально. Мы определили модель внедрения Всероссийского проекта самбо, так же, как другие школы по Республике Коми. Это каждый третий округ по физкультуре. Разработали рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» в части ведения модуля самбо во 2 классе на 34 часа и в 5 классе самбо составило 35 часов в этих классах. 16 ноября провели праздник День рождения самбо, в котором участвовала вся школа. И так как у нас близится юбилей школы 75 лет, то 2 декабря запланированы на праздничном концерте к юбилею школы показательные выступления наших спортсменов. Мы сейчас хотели бы продемонстрировать нашу презентацию, и я постараюсь ее прокомментировать, а потом перейду к проблемным вопросам и к нашим предложениям. Хорошо, Елена Викторовна, мы ждем презентацию. Спасибо за такое обстоятельное вступление. Очень рада, что вас хорошо и видно, и слышно. Спасибо, продолжаем. Презентация. Видно? Пока что Нет. Галина Владимировна, видно? Нет, к сожалению, мы не видим. Мы видим только вас, презентацию не видим. Демонстрация экрана тогда. Сейчас, 2 минуточки. Тогда, пока готовится презентация, я хотела бы задать наши проблемные вопросы. Хорошо. Первое. Необходим ли осмотр спортивным врачом, участвующих в проекте обучающихся? Второй вопрос. Если класс будет у нас идти больше, чем 20 обучающихся? Елена Викторовна, очень хорошо теперь видно презентацию. Мы предлагаем сейчас Итак, включиться в комментарий презентацию. презентации. Да. Минутку. Минуточку, не первый слайд. Сейчас, 2 минутки. Итак, первые уроки в 5 классе. Это пока у нас еще не был готов зал, и мы смогли только первые 36 будоматов уложить в аудиторию, в которой будут проходить тренировки. Пока еще тренажеры не вынесли из этой комнаты. Ну, вот таким образом будет выглядеть покрытие в нашем зале для занятий самбо в перспективе. Сейчас мы занимаемся установкой стеновых протекторов. 16 ноября мы показываем вам фотографии с праздничной линейки, на которой было рассказано и об истории самбо, и проведены демонстрационные показательные выступления юных самбистов. Были оформлены информационные стенды самбисты Российской Федерации Республики Коми из истории самбо, о всероссийском проекте «Самбо в школу», постоянно обновляющийся стенд. И, конечно, мы очень рады, что в день рождения самбо наши ребята получили 10 спортивных костюмов для занятий самбо. Мы говорили уже о тесной связи с родительской общественностью. Мы показываем вам фотографию общешкольного родительского собрания, которое буквально прошло после дня рождения самбо 17 ноября. Так, ну, презентация наша закончена. Мы бы могли еще показать видео, но я думаю, что у нас не получится, к сожалению. И хотели задать проблемные вопросы. Елена Викторовна, скажите, к вам встречный вопрос. Как родители отреагировали на предложение включиться в проект «Самбо в школу»? Вы знаете, у нас практически не было отказов, потому что индивидуально с каждым родителем была проведена определенная работа информационная.
Поэтому все поддержали этот проект. У нас нет отказов ни по 2-му, ни по 5-му классу. А после родительских собраний и выступлений на них нашего преподавателя, вы знаете, у нас появились новые участники, которые пришли в секцию занятий самбо. То есть уже не на уроках, а просто в саму секцию. Очень хорошо. То есть родители, как и педагоги, понимают, что это не только физическое воспитание, но и патриотическое воспитание. Да, это очень хорошо, это достижение. Спасибо. И ваши вопросы и предложения. Еще раз повторюсь, что я веду уже 3-й раз, вы уж меня извините, пожалуйста. Итак, вот первый вопрос. Необходим ли осмотр спортивным врачом участвующих в проекте обучающихся? Второй вопрос. Если класс будет больше 20 человек, будет ли он делиться на подгруппы? Третий вопрос. По поводу курсов повышения квалификации. Я думаю, что наша школа не одинока. Когда и на базе какого учреждения можно будет их пройти нашему учителю физической культуры? Следующий вопрос. Это по поводу учебника, пособий, на которые мы могли бы рассчитывать. И вообще хотелось бы задать вопрос. Если есть учебно-методическая литература для учащихся, то где и как можно ее заказать? Проблемные вопросы наши закончились. Спасибо. Юлия Анатольевна постарается ответить на некоторые вопросы. Слово Юлии Анатольевне. Елена Викторовна, значит, на сегодняшний день по поводу осмотра спортивным врачом мы этот вопрос уточним вместе с Министерством физической культуры и спорта. И по другим вопросам, по делению, это необходимо смотреть на сайте Всероссийской Федерации самбо. Да, там выложена рекомендация о том, каким образом правильно необходимо организовывать занятия в группах. И нужно, конечно, отталкиваться от них, посмотреть их требования. Но вместе с тем мы тоже этот вопрос записали и уже в рабочем порядке на обратную связь с вами выйдем через орган управления образования. Дальше по учебникам и пособиям я вам тоже отвечу. На сегодняшний день получается, вот в школу Воркуты и в школу Усинска, да, получается, поступило по 10 методических пособий. Они пришли совершенно недавно. Мы тоже посмотрим и также выйдем на Российскую Федерацию самбо о том, есть ли возможность там еще дополнительно приобрести вот эти пособия. Ну и еще ваши вопросы, которые поступили. Знаете, мы сделаем тогда еще запрос в остальные муниципалитеты, чтобы они обозначили тоже свои проблемные вопросы, и вам уже полностью дадим проработанные ответы на вопросы. Хорошо? Договорились? Спасибо, Юлия Анатольевна, договорились. Ну, теперь наше предложение, если позволите. Конечно. Лена Викторовна, слушаем вас. Мы предлагаем создать горячую линию для своевременного решения актуальных вопросов, которые возникают по реализации проекта. Это первое. Второе. Мы предлагаем развитие сетевого сотрудничества. В принципе, у нас есть круг сетевых партнеров, которые мы определили конкретно для нашей школы. Мы бы хотели сотрудничать с Воркутой, с МУСОШ номер 14, директор Орехова Татьяна Николаевна. Мы уже звонили, с ними созванивались и договорились о том, что у нас будет подписан проект сетевого сотрудничества. Мы звонили в Устинск, Спариновой Ирине Ивановне, директору школы. Мы хотели бы сотрудничать с Москвой, ГГУ школа номер 118, это Тучива Ирина Леонидовна. Там работает Алексей Роман Владимирович, который принимал участие в разработке проекта. Мы выходили сначала на него, руководитель спортивного клуба «Алкит». Он тоже готов с нами сотрудничать, вплоть до того, что решается вопрос, наш директор Годунова Лариса Викторовна готова решить вопрос о командировании нашего учителя по физкультуре в Москву, для того, чтобы он посмотрел, как это проходит в Москве в 118-й школе. И мы не то, что еще заключили, но в стадии переговоров сам наш учитель по физической культуре из Краснодарского края, мы хотели бы сотрудничать с военно-спортивным клубом «Витязь». Это станица Новоджерелийская Краснодарского края, спортивная школа, директор Якушкин Сергей Валерьевич. Ну, тоже вот в рамках внедрения проекта самбо. Со всеми этими партнерами по сетевому сотрудничеству, будущими нашими, мы уже связались и хотели бы вас попросить, может быть, вы сможете разработать для нас очень хороший, просто замечательный проект договор сетевого сотрудничества. Мы бы вам были очень благодарны. Мы разработали, но каждый раз, когда смотрим на него, мне кажется, что нужно что-то новое внести. Если бы вы нам дали какой-то макет такого договора, мы вам будем очень благодарны. Елена Викторовна,
принимаем даже это как поручение и Институт развития образования. Я думаю, мы совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми такой шаблон, конечно, создадим. Это важно. У меня осталось два вопроса. Во-первых, мы предлагаем внести в проект элементы краудсорсинга, потому что считаем, что если человек лично участвует в каком-либо общем деле, то он относится к продукту совместного труда более ответственно. Поэтому, учитывая 11 принципов краудсорсинга в образовании, мы хотели постановиться на седьмом принципе, это прозрачность, ответственность, это на коллаборации, это на поддержке преподавателей и на непрерывном улучшении учебной программы. То есть мы предлагаем делиться наработками. Я понимаю, что это можно сделать и в рамках сетевого проекта, но тем не менее, вот краудсорсинг, то, что мы будем делать, это все вместе, привлекать родительскую общественность. Может быть, будут это поездки наших детей. Не только на соревнования, нет, не только на соревнования, просто чтобы поучаствовать в уроках в других школах. Мы бы были очень рады, если бы наши сетевые будущие партнеры согласились с нашими предложениями, а вы их одобрили. И в конце своего выступления я хотела сказать огромное спасибо за то, что нас всегда поддерживает начальник управления образования мэр Печора Зоркина Светлана Викторовна. Каждый раз интересуется, звонит, у нас запланированы регулярные отчеты по внедрению проекта. То, что мы всегда можем рассчитывать на помощь нашего директора Ларисы Викторовны Городун. То, что нам помогает в методическом плане методист управления образованием Фетисова Ирина Викторовна. И, конечно, огромное спасибо всем вам за то, что этот проект заработал. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, на вашу помощь и поддержку. Спасибо. Спасибо, Елена Викторовна, спасибо за добрые слова в адрес и представителю управления образования, вашего муниципального образования и в адрес директора школы. Нам очень важно, что вы действительно работаете командой и вы планируете еще в рамках сетевого сотрудничества вырабатывать лучшие практики реализации данного проекта. Я хочу вас тоже проинформировать, что вчера в нашем институте был круглый стол, посвященный краудсорсинговым исследованиям. Эта технология в настоящее время является актуальной системой образования, и мы в марте проведем несколько информационных сессий, посвященных реализации проекта «Самбо в школу», в том числе включая технологию краудсорсинга. И мы вас услышали. Я думаю, что мы привлечем представителей и Москвы, и Краснодарского края, чтобы действительно выработать единые подходы к реализации проекта и увидеть, и услышать лучшие практики Российской Федерации. Спасибо вам за предложение, и мы надеемся, что выступите в качестве тоже партнера по организации данной информационной сессии. Спасибо вам, было очень приятно вас видеть и слышать. Спасибо, коллеги. Спасибо, надеемся на сотрудничество. Да. Я думаю, что у нас в студии находятся студенты, будущие преподаватели физической культуры. Может быть, у них есть какие-то вопросы к вам? Я хочу предоставить слово Татьяне Игоревне Чукичу. Татьяна Игоревна является председателем РМО по физической культуре. Поэтому, наверное, вам слово. Просто надо подойти, да? Да. Да, только здесь как будет видно. Мы действительно предполагаем, что команда образования именно является важным принципом реализации данного проекта. И, конечно, важно, чтобы педагоги были готовы к реализации новых проектов. И в рамках профессионального развития педагогов, в контексте национального систематического роста очень важно, конечно, научить не бояться, а включаться педагогов в новые проекты. Ну что, добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада вас приветствовать, особенно наше молодое педагогическое сообщество будущее. Приятно, что самбо в школу дошло до таких районов, как поселок Кочарум, это моя родина, здравствуйте, до глубинки, и действительно проделана великолепнейшая работа. Я сижу и просто удивляюсь. Я знаю эту школу, я знаю, насколько мало там помещений, и чтобы открыть спортзал самбо и внедрять в поселке, ну, это дорогого стоит.
Поэтому я желаю вам удачи, уважаемые коллеги, и надеюсь, что ваш специалист не в единственном числе будет трудиться над этим проектом, вы команда. Может быть, кто-то из наших студентов доберется до северных наших регионов республики и тем самым образом поможет нашим педагогам. Действительно, работая сегодня в школе и имея большой стаж работы в этом направлении, я сама ощущаю некий голод, потому что многие технологии для нас сейчас оказались новыми. И это нужно, это востребовано, дети любят все новое. Правильно было сказано, что это мы не ставим цель соревновательной деятельности, она игровая, общее физическое развитие. Поэтому бояться внедрять новые проекты не нужно. И я думаю, что все, кто имеют желание, у всех все получится. У меня только один вопрос, я немножко не поняла. Вы внедряете 2 класс и 5 или все-таки со 2 по 5? Каджиром? Мы уже отключили. Отключились, да? Ну, мы сейчас зададим вопрос, потому что Ирина можно Викторовна, напечатать. Можно, да. Может, Вот. А на самом деле все, что ново, оно интересно, ребята. И этим нужно пользоваться. Я обращаюсь к вам сейчас. Да, подключены к нам педагоги. Вот мне сообщили, что подключено 40 образовательных организаций, поэтому очень важно, что интерес имеется большой. Конечно, педагоги. И очень важно, что именно профессиональная готовность педагогов, она должна поддерживаться. Естественно. И мы видим опыт такой поддержки, который сейчас был озвучен на уровне муниципального образования, на уровне администрации, образовательной организации. И очень важно, чтобы Республиканское методическое объединение тоже включало данный проект именно в роли координатора проекта. Я думаю, что методическая помощь тоже будет оказана в дальнейшем. Это одна будет из задач. Я думаю, это будет интересно. По сути, прошло 3 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, а у нас уже коллеги совместно с вами, посмотрите, какие сделаны уверенные первые шаги. Да, да. Так что огромное спасибо, что вы все работаете над этим, и я думаю, все еще впереди. Спасибо, да. Татьяна Игоревна. Вы можете остаться здесь. Уважаемые коллеги, мы постараемся подключить еще раз Усинск, если получится. Мне сообщили, что они готовы выйти с нами на связь. И вот, есть ли какие-то вопросы в онлайн-режиме? Кто-то задает нам вопросы в онлайн-режиме? Нет. Пока не задают. Может быть, да. Рустам Фаварисович, вы готовы дополнить еще свое выступление? Вы услышали опыт Каджиромской школы, опыт средней общеобразовательной школы номер 14 Воркуты. Вот ваше мнение? Хорошо, что в батальонах, районах, да, проводят это все дело и развивается, но тут надо еще смотреть, что есть в городах тоже специалисты, которые, к сожалению, не могут реализовать. В данном случае в Таджировке, конечно, это замечательно, все прошло. Я думаю, что преподаватель с Таджиром выйдет на связь, да, там в Печоре будет много соревнований, чтобы как-то мы с ним пообщались и с руководителем управления образования города Печора, чтобы мы как-то этот опыт внедрили в самой Печоре. Да, очень хорошо, спасибо за предложение. Елена Викторовна нас слышит, я думаю, что она обязательно на соревновании, наверное, будет и с вами познакомиться, и вы посоветуете, как подключить других педагогов. Да. Спасибо. И еще можно еще да, конечно. Слушайте? Очень хорошо, хорошо. Да? Хотелось бы на базе, я уже повторюсь, на базе города Усинска, муниципального образования, провести как бы расширенное совещание, да, и открытый урок, как это видится от программы «Самсумсума» на базе первой школы или детской спортивной школы. И провести централизованное повышение курсов квалификации, да, на базе тоже будет опыт такой курс совместно с первым. На базе Усинска мы проводили такие.
Да, спасибо. Очень хорошее предложение. А может быть, представители управления образования Усинска еще раз к нам подключатся, если они еще в студии находятся. Потому что мы плохо их слышали, к сожалению. Может быть, дополнят информацию. Угу. Еще раз добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, в дополнение к вышесказанному Руслану Фаворисовичу, я скажу, что действительно у нас утвержден план график мероприятий по созданию условий для внедрения всероссийского проекта «Самбо в школу» на базе сети общеобразовательной школы Старобин города Успенска. На сегодняшний день разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие именно внедрение проекта, создана рабочая группа, назначен ответственный за работу по внедрению проекта. На сегодняшний день мы четко определились по формированию кадрового резерва и сформировали заявку именно на прохождение курсов переподготовки учителей физической культуры. Как уже было сказано, да, действительно, вступило в полном объеме инвентарь и оборудование для реализации данного проекта в базе школы. Как говорил Юрий Алексеевич, руководитель управления образования города Успенска, проект будет реализован, полностью реализован с 1 сентября 2018 года. И на сегодняшний день идет намеренная работа, чтобы начать проект. Значит, Руслан Фаворисович предложил провести здесь полный курс подготовки. Мы как бы тоже поддерживаем это начинание, и плюс к этому у нас на сегодняшний день запланированы ремонтные работы в спортивном зале на базе средней образовательной школы. Это ремонтная работа спортивного зала и помещений для занятий там соответственно. Также в течение года будет организовано информирование участников поступательных отношений, общественности через организаций с целью популяризации данного вида спорта. Также предусмотрено проведение интеллектуальных и творческих курсов для обучающих, направленных на реализацию проекта. Спасибо. А сколько образовательных организаций у вас уже подключилось к данному проекту? На сегодняшний день мы работаем только с одной образовательной организацией, которая у нас стоит в реализации данного проекта. Хорошо. А какие вы видите, может быть, сложности в реализации проекта именно с подключением родительского сообщества, ассоциации самбо в Республике Коми? Есть ли такие сложности? Либо уже работа выстроена, систематизирована, и здесь только надо уже реализовывать сам проект именно в образовательной организации? Либо все-таки какие-то сложности есть? Я думаю, что в первую очередь мы должны обязательно, конечно, провести работу с общественностью и донести до сведения родителей, как будет реализовываться этот проект, и что это будет в рамках учебного предмета, и что это будет именно два сайта будет непосредственно в учебной деятельности, один час это будет классные работы. И чтобы реализовать этот проект на базе других образовательных организаций нашего города, у нас будет одной из главных проблем – это материально-техническое оснащение школы. А вот опыт поселка Джером, когда они подключают партнеров для оснащения спортивных залов, вы как-то использовали, либо вы еще не обращали к своим социальным партнерам, которые на уровне Усинска являются попечителями многих организаций, в том числе образовательных? Я думаю, что в перспективе мы так и сделаем, но на сегодняшний день у нас есть четко определенный график и поставленные задачи именно подготовки и реализации этого проекта на средней образовательной школе номер 1.
Спасибо за информацию, спасибо за ваше выступление. Нам было очень важно, что вы поделились своим опытом реализации проекта в муниципальном образовании УСИНСК. Спасибо, коллеги, было приятно вас слушать. Уважаемые коллеги, мы подходим к завершению работы круглого стола. Я очень надеюсь, что круглый стол, который был посвящен реализации проекта «Самбо в школу», он стал первым мероприятием в нашем событийном ряде, который посвящен данному проекту. Мы сегодня услышали много предложений, связанных с методической поддержкой педагогов, с разработкой форм сетевого взаимодействия не только на уровне Республики Коми, но и на уровне Российской Федерации. Мы понимаем, что необходимо включать наших педагогов в систему профессионального развития через различные формы формального образования, повышения квалификации и самообразования. И мы понимаем, что мы готовы в Республике к реализации данного проекта. И в течение следующего года у нас появится еще больше образовательных организаций, которые будут выступать пилотными организациями в муниципальных образованиях. Уважаемые коллеги,